Хаумалгат, хөрмәтле милләттәшләр. Надеюсь, меня слышно. Есть ли какие-то неполадки? Если меня не слышно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если слышно, тоже напишите, пожалуйста. Сейчас начнем. Так, вопросы пока подготовлю. Так, ну, наверное, начнем. Если меня слышно. Я всех приветствую. Хаумалгат, хөрмәтле милләттәшләр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Много вопросов накидали, очень много. Я сомневаюсь, что я успею ответить на них на всех. Так, вопросы потому что большие. Но начнем с самого сразу первого вопроса, самого острого. Статус татарского языка как государственного языка в Республике Башкортостан. Вопрос стоял так. Почему вы так противитесь идее третьего государственного татарского языка? Ведь только так можно сохранить лояльность татар и дружбу между братскими народами. Да, я помню, что в вашем манифесте башкирской политической нации было написано о возможности на уровне муниципалитетов устанавливать языки преподавания, но это же лишь панацея для сельских татарских районов. А что делать татарам крупных многонациональных городов, которых, кстати, очень много? Даже взять те же 300 тысяч татар Уфы. По поводу третьего государственного языка. Айрат Дильмухаметов в своем выпуске 3 года назад вообще, мне кажется, очень подробно ответил на все вопросы татарского по поводу статуса татарского государственного языка в Республике Башкортостан. Исчерпывающе, я считаю, что ответил. Я могу только повторить то, что он сказал. Так, у меня пишет, что камера, проблемы с камерой. Меня видно или что-то, какие-то проблемы? Так, ну ладно, продолжим. По поводу татарского языка. У татарских наших братьев такое, скажем, я считаю, что нехорошее, скажем, как это назвать правильно? Они манипулируют, да, вот этим вопросом, говорят, либо вы делаете статус третьего государственного языка в Республике Башкортостан, либо мы отделяемся, делаем референдум по отсоединению северо-западных районов Республики Башкортостан, да, в пользу Татарстана. И вот либо. Ну, ребята, так не делается, это неправильно. Во-первых, по поводу статуса татарского государственного языка, как я уже сказал, Айрат Дильмухаметов на него четко ответил, я лишь могу повторить. Статусом татарский народ самоопределился на территории Республики Татарстан. Именно там татарский язык обладает статусом государственного языка. Башкиры самоопределились на территории Республики Башкортостан, создали Башкирскую республику 100 лет назад. Она признана всем мировым сообществом. И именно в Республике Башкортостан статус башкирского языка получил государственный. Только в Республике Башкортостан башкирский язык на государственном уровне может сохраниться, развиваться. То есть культура башкирская, традиции ее, история. Ну и вообще как государство оно может развиваться вот только на этой территории. В другой территории у башкир нету. У татар есть Республика Татарстан.
У чувашей есть Чувашская республика, у марийцев, которых тоже 100 тысяч, Марийская республика есть, Мариэл. У башкир нету. Поэтому и башкиры право на самоопределение получили здесь, реализовали свое право на самоопределение здесь, на территории Республики Башкортостан. Поэтому говорить о том, что татары имеют право на государственный язык, здесь третий государственный язык, только потому, что их много здесь по численности, это неверно и неправильно. В Российской Федерации татар 5 миллионов. Но вы же не просите статус государственного языка, второго государственного языка в Российской Федерации. Ну, потому что вам никто его не даст. Украинцев 4 миллиона, да? Практически 5 миллионов в составе Российской Федерации. Они тоже не просят, потому что у них есть государство свое украинское, Украина. Поэтому вот эти вот, знаете, торги о том, что либо вы делаете, либо мы отсоединяемся, это неправильно. Я понимаю, что вы можете не верить нам, да, то есть у вас были много для этого причин, все вот эти вот башкиризации, как вы называете, да, имело место этому быть, согласен. Какие-то были моменты, я против этого абсолютно, я против навязывания, да, то есть какой-то национальности другим народам. Каждый человек вправе выбирать свою национальность, это и в Конституции указано. К сожалению, правда, она никем не соблюдается из органов власти. Вот, каждый человек сам определяет, кто он по нации. В Республике Башкортостан 3 крупных народа. Я считаю, что наше будущее зависит от того, как мы сможем найти друг с другом общий язык, взаимопонимание. Если вы считаете, что Республика Башкортостан для вас такая же родина, то вы должны отбросить вот эти вот ваши манипуляции, да, со статусом третьего татарского государственного языка. Это ни к чему не приведет. Башкиры на это не согласятся. И у нас есть для этого все юридические и правовые основания. Татарский государственный язык имеет статус в Республике Татарстан. Все. От того, что у вас как бы здесь живет миллион татар, это ничего не дает. Абсолютно. По поводу северо-западных районов, да, то есть вот вы как бы говорите, да, там проживает много татар, но мы не считаем, что это коренные исторические земли татарского народа. Это башкирские земли, и история об этом говорит, как бы, есть легенды. Вот знаменитые озера, да, в Туймазинском районе, Кандыркуль, Асвыкуль, все легенды, это башкирские легенды. И они записаны много лет назад. То есть Владимир Даль, то есть автор знаменитого толкового словаря, написал легенду «Башкирская русалка» по тем легендам и рассказам, которые он услышал от местных жителей тех земель возле озера Кандыркуль, Асвыкуль, со слов именно башкир, и назвал ее «Башкирская русалка». Это было, если я не ошибаюсь, в середине 19 века, 1840 какой-то год. Вот. Мажид Гафури написал легенду Зиятуляк Гагуву называется, если не ошибаюсь. Да, тоже там же от местных жителей. Башкирская легенда. То есть говорить о том, что это татарские земли, где проживает испокон веков татарский народ, это неправильно. Мы признаем, что вы там живете, что вас там много. И мы обещаем, это все будет прописано на законодательном уровне, о том, что татарский язык, как и все другие языки проживающих народов Республики Башкортостан, чувашей, марийцев, удмуртов, да, других народов, ну, русские, естественно. Кстати, если Республика Башкортостан отделится и будет независимым государством, статус государственного языка у русского языка тоже не будет. Будет только у башкирского. Статус у русского языка будет международным, как в Республике Казахстан на сегодняшний день. Так вот, в компактных проживаниях, в тех районах, где проживают компактно те или иные народы, у их языков будет официальный статус. Дело производства будет вестись на родном языке, на том языке, чей народ проживает на этой территории.
Естественно, как здесь написали по поводу городов. В городах будут гимназии. В зависимости от того, сколько населения того или иного народа проживает, ну, естественно, если 300 тысяч проживает в Уфе, надо будет много татарских гимназий. Сколько необходимо будет, столько и построим. То, что вас сейчас не допускает на БСТ, о чем постоянно говорит Ильнар Гарифуллин, естественно, будет выделено пропорционально населению столько же времени для татарских передач. То есть все, что положено, все это мы сделаем, потому что у нас будет демократическое правовое государство. И все народы будут, все их права будут соблюдены. Но, еще раз повторяю, статус государственного языка будет, если мы будем находиться в составе Федерации Российской, то будет русского языка и башкирского языка. Если будет независимая республика Башкортостан, то только башкирского языка. То есть я считаю, что это вполне правильно и логично. И говорить то есть приводить примеры Швейцарию, где официальный статус языков есть там у немцев, да, то есть у французов, еще других народов, там 4 народа, по-моему, да, или Финляндии. Айрат Дильмухаметов точно так же об этом сказал, по-моему, логично. Швейцарцы – это объединенный народ всех тех народов, которые там проживают. То есть, то есть я еще раз говорю, то есть немцы, да, то есть французы, итальянцы, по-моему, и ретро-роман, да, язык он. Но язык-то называется швейцарский. Финляндия, по поводу Финляндии, он тоже прекрасно объяснил по поводу того, что Финляндия долгое время находилась в составе Швеции. И все дело производства там шло на шведском языке. И даже когда в составе Российской империи она была, был русский, шведский, да, то есть когда она отделилась, естественно, свой финский язык еще, скажем, не достиг того уровня, на котором можно было бы вести государственные какие-то дела. Он еще не был так обогащен. Поэтому до сих пор шведский язык там является государственным. Сейчас, кстати, финский язык, он уже, да, достиг такого уровня. И у нас, когда мы, если отделимся и будет эта независимая республика, русский язык будет обладать такими же правами. Почему? Потому что все дело производства у нас на сегодняшний день, к сожалению, так поставлено, что башкирский язык задвинут, и все дело производства ведется на русском языке. Все медицина, да, вся на русском языке, правовая система вся на русском языке, технические все документации ведутся на русском языке. То есть, если все это сразу же, то есть отбросить русский язык и сделать башкирский язык только, то мы встанем, экономически встанем. Татарский язык же, он не обладает точно таким же общим языком в Республике Башкортостан, как русский, допустим, да? В Татарстане, я думаю, что то же самое будет и у вас, у татар. В Татарстане русский язык будет обладать такими же правами. Почему? До тех пор, пока татарский язык не будет давлеть над всей экономикой, над всей промышленностью. Ну, я думаю, что я объяснил, наверное, да, то есть я призываю татарских наших братьев, призываю Ильнара Гарифуллина, напрямую обращаюсь к тебе, прекрати, пожалуйста, постоянно мусолить этот вопрос и поднимать, и говорить, что мы вам не верим, давайте нам либо государственный язык татарский в Республике Башкортостан, либо мы отделимся. Прекрати, пожалуйста, я тебя еще раз говорю, что ты провоцируешь на конфликт. Башкиры не согласятся на третий государственный язык. Не потому, что мы просто не любим татар и не хотим вам из-за этого дать его. Нет. Я объяснил юридически право, почему это невозможно. И поднимая этот язык постоянно и обижаясь на это, мы провоцируем конфликт, мы никогда так не договоримся. А все недоговоренности по поводу языка мы прекрасно видим на примере сегодняшней Украины и России. Что произошло? Из-за языка началось все. Поэтому всегда лучше договариваться. И если вы считаете Республику Башкортостан своей родиной, если вы хотите ее процветания, то давайте жить в мире. Я призываю вас всех к этому. Так, по поводу следующего вопроса. Надеюсь, ответил.
Какая предполагается административно-территориальная система сохранения нынешней, возрождения одной из исторических или принципиально новая? Пока не знаю, но все-таки я считаю, что у нас очень много районов, ненужных абсолютно, маленьких. Я думаю, что укрупнение, как они будут называться, останутся районы это будут, или это будет кантонная система. Кстати, что мы в проекте Башкирского национального политического центра писали. Пока не знаю, но я считаю, что укрупнять надо районы. Потому что они слишком, их очень-очень много, маленькие прям такие. И у нас очень много районов, там 54 района, да, для республики, я считаю, что очень много. Поэтому, как будет, районы останутся или кантонная система будет, пока не знаю. Все это будет решать. И я сразу скажу, еще сразу, да, сделаю заявление о том, что я себя не вижу в будущем руководстве республики. Нет. Я считаю, что есть более достойные люди, которые достойны управлять Республикой Башкортостан, вести ее к светлому будущему. Я себя вижу на сегодняшний день, свою миссию, как человека тарана. Таран, который пробьет эту всю систему, сломает ее в какой-либо степени в союзе с другими, скажем, такими же, да, национальными деятелями других народов. И когда мы сломаем эту систему, тогда и передадим ее достойным людям. Стрим будет идти час времени. Так, какая будет конституция новой республики? Откорректированная нынешняя? По какому зарубежному образцу или принципиально новая? Я считаю, что конституция 1993 года была хорошая достаточно на тот момент. Наверное, будет все-таки взята она за основу с новыми реалиями, в зависимости от того, какой статус будет уже у Республики Башкортостан. Будет она в составе федерации, конфедерации ли это будет, или это будет независимое государство. В зависимости от этого будет и конституция. За основу можно взять конституцию 93 года, там, в принципе, все расписано, достаточно демократически, поэтому как бы вот так пока. Какая вообще предполагается правовая система и на какие страны? Как партнеры предполагается ориентироваться? Ну, у нас будет правовая система. Мы считаем, что мы будем демократическое правовое государство с соблюдением прав всех граждан, проживающих на территории Республики Башкортостан, но с определенными, скажем так, моментами, как я уже говорил, о том, что у нас будет введено гражданство Республики Башкортостан, и это гражданство смогут получить, нет, я неправильно выражаюсь, граждане все будут, да, Республики Башкортостан, но каждому будет предоставлено право дать присягу на верность Республике Башкортостан, ее конституции, ее законам. Человек, который откажется, имеет право абсолютно, он не лишается никаких либо прав социальных, вся правовая система будет для него также предоставлена, все блага на него будут точно так же распределяться, права, кроме участия в политической жизни Республики Башкортостан. То есть, если человек отказывается давать присягу на верность Республике Башкортостан, ее конституции, значит, он не считает эту республику своей, значит, у него какие-то есть нехорошие мысли по отношению к Республике Башкортостан, ее будущему, ее территориальному устройству и так далее. Такие люди не будут допущены. Все остальные, кто даст присягу на верность, они будут допущены до участия в политической жизни, получат право быть избираемыми или избирать тех или иных кандидатов. Так, какие органы исполнительной власти предполагается сохранить, с какими коррективами и какие будут полностью ликвидированы? Пока не могу сказать об этом. Я считаю, что наша Республика Башкортостан должна быть республиканской формой правления, парламентская республика с парламентской формой правления, не президентская, потому что президентская все-таки мы уже попробовали, к сожалению,
постепенно наши президенты становятся, скажем так, авторитарными. И все-таки, наверное, дух башкирского народа, он все-таки больше похож на все-таки парламентскую форму правления, когда раньше иены собирались, на иенах башкиры принимали наиважнейшие вопросы, и там не было такого, что вот вышел Туре и сказал, вот все будет так-то, так-то, так-то. Нет, там каждый человек, у каждого был в руке плетка, это знак того, что он хозяин своей семьи, имеет право голоса, он его поднимал, ему давали слово, и он говорил все, что думает. Эта плетка висела у каждого башкира дома на стене. Каждый человек, заходя в дом, видел, что здесь хозяин мужчина. И вообще, гуляя, постоянно в руке была вот камча. Камча. Не нагайка, а камча. Вот. И на иенах, еще раз говорю, каждый имел право. Я даже сам, то есть иены, да, если говорить, я сейчас говорю о тех иенах, которые были 200, 300 лет, 400 лет назад и так далее. Но даже мы, когда проводили иены буквально несколько лет назад, организация Башкорт, когда собиралась по несколько тысяч башкирских парней, я видел, что вот наш свободолюбивый башкирский народ, пусть, да, допустим, Фаиль Алсынов обладал там, ну, можно сказать, непререкаемым авторитетом, мог там говорить что-то там, да, кого-то там, кому-то что-то указать, но даже на таких иенах, и, кстати, он бы если бы он что-нибудь сказал бы, его бы послушались бы, скажем, да, и сделали бы то, что он говорил. Но вот на таких иенах каждый человек, башкир, легко вставал и говорил то, что думает о нас, критикуя нас абсолютно. И это еще раз говорит о том, что башкиры до сих пор сохранили в себе вот этот дух свободы. Я считаю, что парламентская республика, надо попробовать ее. Кстати, у нас есть пример Турции, когда она была парламентской республикой, ну, достаточно успешно развивалась. Возможно, это будет смешанная парламентско-президентская, но вот на сегодняшний день Российская Федерация, она официально является парламентско-президентской, как бы, да, но ни к чему хорошему это не привело. То есть являлась. На сегодняшний день это диктатура. Так, в чем будет заключаться люстрация и какие меры социального воздействия будут предприняты в отношении лиц, виновных в тех или иных преступлениях против народа? Люстрация, вот многие думают, что люстрация это все, сразу аресты, там может чуть ли не расстрелы. Нет, абсолютно это неправильно. Это суды, организовываются комиссии, которые расследуют дела всех тех людей, кто был при власти, у кого были функции такие, да, властные. И если в их деяниях будут какие-то преступления, пострадали люди, естественно, они будут преданы суду. И в зависимости от их деяний будет соответствующее наказание. Либо это будет тюрьма, либо отстранение. А вообще люстрация — это отстранение от должности всех тех, от чьих действий пострадали люди. Это не обязательно вот какая-то учительница, там, да, член Единой России. Ее сразу нужно люстрировать. Нет, конечно. Но если она принимала участие в фальсификациях, и это будет доказано, в фальсификациях на выборах я имею в виду, если она там вела там оголтелую агитацию в школе, да, вбивая в головы ученикам о том, что Украина это враг, ее нужно захватывать, что Россия ведет правильную войну и так далее, то такие люди, естественно, будут отстраняться. Так что люстрация это в большей степени будет касаться вот именно отстранения от власти, от должностей и запрет там на какое-то время занимать какие-то должности. Так, предполагается ли сохранение прав, льгот и социальных гарантий лицам, пребывавшим на государственной службе, не замешанным в преступлениях в Новом Башкортостане? Ну, конечно, конечно, то есть все права будут за ними сохранены. Естественно, мы пересмотрим все эти награды, должности, да, звания, какие давали сегодня, которые раздает сегодня бездумно наша власть республиканская. Все ордены Салават Юлаева, кому понадарили,
звания народных артистов, заслуженных артистов, все это будет пересмотрено. Если человек действительно заслуживает звания народного артиста, то есть там есть определенные критерии, насколько я знаю, я общался с артистами, там сколько-то концертов ты должен там провести, сколько-то там лет, там, да, то есть в своей сфере проработать. По этим критериям дается уже должность там заслуженного, потом народного. Если же человек там выступил на митинге в защиту разработки Куштау, когда его попросил Хабиров, и после этого он получил звание заслуженного артиста, естественно, такое звание будет пересмотрено и отозвано. Как бы, ну, вот так вот. Так, у меня тут спросили по поводу моего отношения к аресту Чувилина, Дмитрия Чувилина. Дмитрия Чувилина я знаю давно, много лет. Я не считаю его тем человеком, который бы мог организовать какой-то там захват власти, что ему сейчас вменяет. Я считаю, что это обычное преследование. Это был единственный депутат в Госсобрании Курултай, который говорил, хотя бы что-то говорил против существующей системы, критиковал ее. И вот этот арест, вот это обвинение в захвате власти, попытке захвата власти, это все, я считаю, сфальсифицировано. Это его сделали так, чтобы просто человека устранить. Вот и все. Поэтому не вижу здесь... Нет, неправильно. Я не считаю это преступление, которое якобы он совершил, что оно действительно было. Нет, это, я считаю, что он не виновен, и его преследуют именно по политическим мотивам. Дмитрия Чувилина. Так, будет ли раскулачивание? Нет, раскулачивания не будет. Раскулачивание. Что такое было раскулачивание? Раскулачивание — это люди, которые заработали своим трудом, своим горбом, вставали с утра, ложились спать после захода солнца, работали целыми днями. Там кто-то там на полях, да, кто-то что-то мастерил, что-то делал, да, ремесленники, купцы те же самые, да, торговали. Это люди, действия. Но сегодняшние бизнесмены это. За что их раскулачивать? Если же человек нажил себе богатство нечестно, то есть, да, вот он чиновник, а у него там 10 квартир, 5 дач, там несколько машин. Если посчитать общую сумму, то с его зарплаты он никогда бы не заработал бы на это. То есть откуда у него эти деньги? Вот тогда и действительно будет пересматриваться у них, как к ним пришли эти деньги. Пусть доказывают. Если не смогут доказать, тогда это будет изыматься в пользу государства Республики Башкортостан. Так, дальше. Тут уже у меня пошел спор. Пошел спор. И там на 100 с лишним комментариев. Так, секунду. Когда будет час X? Когда будет час X? Час X. Как только, так сразу. Мы все его ждем с нетерпением. Мы продвигаем его как только можем. Так. Задавайте, кстати, здесь вопросы. Так, когда будет создан башкортостанский аналог свободной Франции, созданный основателем Пятой Республики Де-Голем после нацистской оккупации 1940 года? Неужели у башкиров нет столь же мощной политической воли и таких же мощных союзников, как у французов? Вопрос наивный, если честно. Очень наивный вопрос. Во-первых, нас не так много. Во-первых, нас не захватили.
Вот на сегодняшний день украинцы борются, да, то есть они, помимо того, что сами борются на своей территории, оказывают сопротивление, да, российской агрессии, а во-вторых, они могут на оккупированных территориях сегодняшних своих создавать какие-то партизанские отряды и так далее. Башкортостан на сегодняшний день, как бы, ну, если говорить по по военной терминологии, не захватили. Хотя мы, конечно, давным-давно захвачены, да. И создавать здесь какую-то подпольную партизанские там отряды, какое-то движение, ну, это крайне глупо, потому что сегодняшними их сразу вычислят, разобьют, и мы потеряем то малое количество наших сторонников, которые на сегодняшний день есть. Создавать за пределами Республики Башкортостан и Российской Федерации, но мы стараемся. Нас, башкиры, не такое количество, как французов. Французов, да, там несколько десятков миллионов, нас всего 1 700 000. Поэтому сколько нас есть, мы стараемся объединиться. Вот недавно, вчера, Руслан Сулейманов сделал заявление, что он точно так же, как до этого Дмитрий Чувилин, поддерживает проект Башкирского национально-политического центра, присоединяется к нему. Вместе будем, скажем так, пытаться работать над будущим Республики Башкортостан, готовить какие-то проекты того, когда вот наступит час X, рухнет, чтобы это вот не было голое выжженное поле, а что-то вот уже можно было вам предложить. Вы уже, глядя на это, могли бы выбрать, поддержать или не поддержать. Поэтому все, что мы можем, мы делаем, вот поверьте. Сколько еще нужно времени на обсуждение и перетирание искусственно созданных внутренних дрязг между национальностями, в то время как оккупанты зомбируют и уничтожают наш народ, уничтожают инфраструктуру, выкачивают ресурсы, реализуют свои права для уничтожения всего человечества. Но я с тобой полностью согласен с тем человеком, который этот вопрос задал. Сколько можно? Но вот все, что, еще раз говорю, все, что мы делаем, мы пытаемся делать. Так, объединимся ли мы с братьями-татарами и братьями из Кавказа? Но в отстаивании своих прав я считаю, что надо объединяться. И мы это делаем. Вот организация, которая создалась, Лига свободных наций, она, напомню, что туда входят башкиры в числе Башкирского национально-политического центра. Я, кстати, там заявил, что я не выступаю от имени башкирского народа, потому что тут некоторые, скажем так, представители башкирского народа мне предъявили за то, что якобы я говорю от всего имени башкирского народа. Я им сразу сказал, что нет, я не говорю от имени всего башкирского народа, я говорю от своих сторонников, от имени Башкирского национально-политического центра. И да и вообще, если посмотреть по истории, никто никогда не говорил от имени башкирского народа, от всего полностью от всего башкирского народа. Даже во времена Заки Валиди в 1917 году, когда проводились все башкирские курултаи, на которых была образована Башкирская республика, даже тогда башкирский народ был разделен. Насколько я знаю по истории, были сторонники Курбангалиева, которые были не за территориальную автономию, а за культурную автономию в составе Российской империи. То есть потом была сила сторонников Заки Валиди, сторонников федерализации и территориальной автономии. И были большевики. Так что, коммунисты, которые были вообще, то есть, за сторонниками большевиков. То есть башкиры были, тот же самый Худайбердин, да, вот как пример взять его. То есть башкиры уже тогда были разделены. И говорить о том, что кто-то говорил от имени всего башкирского народа, это будет неправильно. Так, если мы потеряем Башкортостан, то активное меньшинство должно купить остров в Тихом океане и обосноваться там. Мы создадим поселение, бизнес, будем размножаться. К сожалению, я вообще не вижу то, что башкирские, скажем, хотя я недавно писал о том, что да, то есть башкирские богатые люди, националисты, которые точно так же недовольны сложившимся положением вещей, которые поддерживают
будущее Республика Башкортостан в составе конфедерации там, или независимой. Такие, я уверен, есть. Но, к сожалению, башкирские богатые люди, башкиры именно, не активно принимают участие на сегодняшнем национальном движении. Вот если вспомнить по истории, да, то все восстания организовывали кто? Непростые люди. Организовывали их именно лидеры, богатые, наши богатые башкиры, туряляры, то есть, да, старшины, тарханы, батыры, которые звание батыров имели. То есть это элита башкирского народа. Алдар Батыр, да, то есть это старшина бурзянского рода. То есть у него, если посмотреть, у него было огромное количество богатств. В молодости, когда он принимал участие в петровских походах, там, да, он завоевал, можно сказать, расположение Петра Первого, приехал сюда, он был здесь, скажем так, ну, недосягаемой величиной, да, среди башкир. Очень много было денег, отдал свою дочь замуж в жены казахскому хану Албухаиру. То есть, ну, человек, который все, что нужно, все есть, да, но, однако, он 2 раза принимал участие в восстаниях, был одним из лидеров. То есть у него душа болела за башкирский народ. И 3-е восстание, когда восстание Карахакала было, он, конечно, сам уже по старости лет не принимал участие. Но он укрывал, он помогал, после того, как восстание было разгромлено, укрывал у себя, скажем так, восставших. Мало того, он об этом догадывалась царская администрация, ему, скажем так, открыто говорила, он говорил, что нет, у меня никого нету. Укрывал их, помогал им переправляться в Казахстан. Когда схватили лидеров восстания, он приехал лично просить за них, где был схвачен, потом переправлен в Мензелинск и там казнен. То есть человек до старости, 70 лет ему было уже тогда. 70 лет он болел душой за башкирский народ. И остальных взять, тех же самых предводителей башкирского восстания, это все были богатые люди. Салат Юлаев, да, сын старшины. Юлая Зналин, его отец. Каранай Муратов. Пожалуйста, то есть огромное количество. Там, Кусюм Батыр, да, Тюлькеев. К сожалению, сегодня мы не можем похвастаться тем, что богатые башкиры как-то помогают башкирскому национальному движению. Вот в Австрии находится Урал Рахимов, башкир по национальности, имеет большие деньги, и чтобы как-то он помог, скажем, хотя бы нашему центру, увы, к сожалению, этого нету. Так, Руслан Агай, как вы рассматривали бы исламскую форму правления, ведь башкиры мусульмане? Мы за светское государство. Я, естественно, мусульманин, я делаю намаз, но я считаю, что мы все-таки не готовы к какому-либо исламскому форму правления, шариату, и поэтому у нас будет светское государство. Будут ли возвращены имена наших героев Мусы Муртазина, Хариса Юмагола, Шарифа Манатова? Конечно. В первую очередь мы поставим памятник Заки Валиди на месте сегодняшнего памятника Ленина, который стоит напротив Горсовета. Его снесем. Поставим там Заки Валиди и все другие. Будет памятник поставлен и татарскому предводителю восстания Батырше. Он был мишарин по национальности, это описано в исторических событиях. Я ничего не хочу сейчас сказать по поводу, там, татары не любят, когда, да, то есть мы называем там кого-то мишарями. Но он, в исторических документах он записан как мишари. На сегодняшний день мишари себя считают татарами. Я, кстати, против того, что вот открыли вот этот центр, Мишарский центр, где-то в Балтаческом районе, по-моему, да. Я считаю, это неправильно. Если сегодня мишари себя считают татарами, пусть себя считают. Никто не должен навязывать, еще раз говорю, национальность кому-то. И вот памятник Батырше тоже будет стоять. Так, будет ли президентская или парламентская республика, я уже сказал. Будут ли возвращены выборы мэров городов? Конечно, конечно, без этого никак. Выборы мэров
будут обязательно возвращены. Каждый район, каждый город сам будет выбирать себе своего мэра. Никто не будет назначать. Без этого просто не получится какой-либо демократической нашей республики. Будут ли политические отношения с другими тюркскими странами? Конечно, конечно. У меня, кстати, там один из вопросов был по поводу, какие будут наши отношения с другими странами, да, и с какими именно. Как я уже писал в своей внешнеполитические ориентиры свободного Башкортостана, такая статья, мы будем вести экономические и политические отношения, выстраивать эти отношения со всеми странами, которые будут с нами выстраивать, в первую очередь с западными странами, с цивилизованными, с демократическими странами. В первую очередь мы будем точно так же выстраивать параллельно отношения с Турцией, со Средней Азией, в первую очередь с Казахстаном. Это наш самый братский, я считаю, народ, братская республика, которая, я считаю, что нам окажет помощь. Я общаюсь с казахами, у меня очень много там друзей, с ними общаюсь. Они говорят, что обязательно вам поможем во всем. Поэтому вот эти страны, вообще и, соответственно, и Япония, и Южная Корея, там, и Китай тот же самый, да, если с ними говорить о них как о государстве, точно так же будут выстроены экономические отношения. Так, рассматриваете ли вы союзные отношения с финно-угорскими странами, в том числе, например, Коми, Венгрия? Мы, еще раз повторяю, что мы за союз со всеми. За союз со всеми. Венгрия, кстати, проводит раз, если не ошибаюсь, в 2 года или в 4 года Курултай, тюркский Курултай. Башкиры там участвуют. Венгры очень сильно интересуются своими корнями. У них отношения с башкирами хорошие, с казахами. Поэтому я думаю, что это все нужно будет развивать, поднимать. Там, где есть наши корни пересекаются, это все надо изучать. Я думаю, что со всеми будем выстраивать отношения, со всеми, естественно. Так, какие еще вопросы есть, задавайте. Так, будет ли своя армия контрактная или обязательная? Я тоже об этом говорил уже, что да, у Башкортостана будет своя национальная гвардия, и если в будущем Российская Федерация переформатируется в конфедерацию Союза Республик, в том числе как национальных республик, так и русских республик, таких как, допустим, Сибирская, там, да, Республика Уральская, Московская и так далее, Краснодарская, допустим, у нас будет одна общая армия, да, по типу НАТО, натовской армии, которая будет состоять из армий республик. То есть у башкир будет своя национальная, либо это гвардия, своя национальная гвардия, либо это будет башкирская армия, башкирское войско, которое будет в составе общих объединенных вооруженных сил республик. То есть своя армия обязательно будет. Потому что одной из основ защиты своей территории это, конечно, армия. Так. Еще какие вопросы? Пишите. Будет ли праздник 15 ноября Башкортостан или 20 марта и другие? 15 ноября, конечно, это самая основная дата. 20 марта, как у меня задавали вопрос по поводу признания Башкирской республики советами. Это была вторая республика, основание второй республики, Советской республики. Однако республика сама по себе образовалась у нас 15 ноября 1917 года, и я считаю, что это самая главная дата образования нашей государственности. От нее идет точка отсчета. Так, что еще я хотел сказать? Какие вопросы? Ну вот, по поводу Лиги свободных наций я хотел вам рассказать. Как я сказал, что там башкиры есть, буряты есть, калмыки, ингуши, эрзя и малый такой народ, как удыгейцы. На сегодняшний день 6 основателей этой Лиги свободных наций. Также туда вошли казаки, которые себя не считают русскими, а считают именно как национальность казаки.
казачьи у них республику они собираются образовывать, это донские казаки. Они тоже вошли, татары собираются сейчас войти. Так вот, я буду выступать, там в будущем планируется проведение конгресса народов, где он будет проходить, пока не знаю, но будет. Там я буду выступать, еще раз говорю, от имени Башкирского национально-политического центра, не от имени всех башкир, что потом меня не могли обвинить, что якобы я, тут мне не давал никто таких прав, полномочий и так далее. Я вижу свою основную цель, задачи свои именно в том, чтобы продвигать наш башкирский народ на международном уровне, насколько это получится. Я вижу как раз объединение с такими сильными личностями, как вот Руслан Сулейманов, да. И я призываю также других башкир, проживающих за пределами Российской Федерации, объединяться, потому что вот на таких конгрессах, на таких встречах, а встречи будут, насколько я знаю, с руководителями разных европейских государств, да, каких-то международных организаций, где мы будем говорить о будущем Российской Федерации, о будущем Республики Башкортостан, вообще о будущем других национальных республик, народов их. Я считаю, что на таких встречах должны присутствовать наши башкиры, не только я, умные, образованные. Руслан Сулейманов, я считаю, что если будет присутствовать на таких встречах, это будет очень правильно. Так что я призываю еще раз всех башкир, проживающих за пределами Российской Федерации, и у которых болит душа за Республику Башкортостан, за свой народ, присоединяйтесь, выходите на меня. Контакты есть, в телеграм-канале там сверху по ссылке указаны. Ну и вообще меня найти несложно, в принципе. Пишите мне, обязательно соединимся, обсудим все вопросы, взаимодействие, какое будет у нас общее. Все ваши предложения, да, что вы предлагаете. Нам нужны умные, нам нужны энергичные, патриотичные башкиры. И не только башкиры, вообще жители Республики Башкортостан. Это и татары, это и русские, и чуваши, и марийцы, и другие народы, проживающие на территории Республики Башкортостан. Если они, еще раз говорю, видят Республику Башкортостан в будущем как свой дом, как дом своих детей, то я призываю всех к союзу, к сотрудничеству. Вот хотел бы отметить недавно пост Руслан Нурдинов написал о том, что я написал заявление о том, чтобы его дети учили башкирский государственный язык. Я считаю это очень правильно. Руслан Нурдинов вообще, как бы я за ним наблюдаю, очень сильная личность, молодец. В будущем я уверен, что он займет достойное место в руководстве Республики Башкортостан. Так. Какие есть еще вопросы, задавайте. Так, ну, вопросов вижу, что как бы уже особо нет. Мы уже 50 минут говорим. Про выборы. Про выборы я уже говорил. Естественно, будут выборы. Как вообще будет происходить переход власти? Да, вот, допустим, наступил час X. Что будет? Будут тут же разрешены все политические партии в Республике Башкортостан. Эти политические партии выдвигают своих кандидатов в депутаты, проходят выборы. Те кандидаты, которых поддержит народ, если эти партии в своих программах смогут убедить свой электорат, что вот они действительно интересны, да,
что они достойны того, чтобы быть представлены в парламенте. Эти депутаты пройдут в парламент Республики Башкортостан, образуют правительство Республики Башкортостан, образует комиссию, которая будет защищать интересы Республики Башкортостан на международном уровне, на общегосударственном федеративном уровне. И уже представители вот в каждой такой республике будут избраны соответствующие органы власти. Каждая такая республика создаст свою комиссию, которая эти комиссии соберутся где-нибудь в одном городе, ну, допустим, в Екатеринбурге, да, и уже они будут решать судьбу страны. Что это будет, кто это будет это федерация, будет это конфедерация, или, может быть, вообще мы каждый будем жить сами по себе. Будут башкиры, будут какие-либо привилегии по типу Арабских Эмиратов? Нет, у башкир не будет никаких привилегий. Единственное, как я уже писал, что башкиры будут являются ведущей политической силой Республики Башкортостан. То есть это не накладывает на них никаких либо прав особых, это накладывает на них только ответственность. Это накладывает на них ответственность как на людей, как на народ, на коренной народ. То, что те земли, на которых мы сейчас живем, они достались нам от предков, от наших, которые проливали кровь за нее. И наша обязанность эти земли передать нашим потомкам. Вот это все, что есть у башкир. То есть ответственность. А какие-либо права, выше они там стоят татар, русских, такого не будет. Все будут равны. Так. Что еще? Так, да, по поводу вот переходного периода, как это будет все происходить. Сейчас очень сложно об этом говорить, потому что сейчас, как говорится, мы предполагаем, а Аллах располагает. Как будет, на самом деле, никто не знает. Будет ли вообще все это мирно? Хотелось бы, конечно, чтобы все было мирно. Я вообще против любого кровопролития. Я считаю, что нужно везде договариваться. Лучше, как говорится, худой мир. Да? Лучше где-то мы в чем-то будем не согласны, но, по крайней мере, заморозим эти наболевшие вопросы, какие-то противоречивые отношения между собой, между друг другом. Лучше их заморозить, чем переходить в горячую фазу. Потому что смерть наших людей, наших граждан, этих людей не вернуть никогда. Я считаю, что максимально, где можно договариваться, нужно будет договариваться. Заручиться поддержкой международных сообществ, государств и максимально договариваться. Я считаю, что мы сумеем договориться. Потому что вот я еще раз говорю, что вот, многие как бы говорят, что вот между татарами и башкирами там, да, вполне возможно война быть. Если будут такие люди, как Ильнар Гарифуллин, будут продолжать раскачивать ситуацию, то вполне возможно найдутся горячие головы, которые схватятся за оружие. Я лично против этого. Я считаю, что всегда можно договориться. Всегда можно договориться. Любые вопросы можно обсудить и прийти к какому-то мнению, консенсусу. Потому что у тех же самых татар в Республике Татарстан точно такие же проблемы будут. У них русских практически половина населения, там 40%, да, по-моему. С ними тоже надо будет решать вопрос им, как они их видят в будущем. Кстати, русские там компактно проживают в западных районах Республики Татарстан. Они точно так же могут, глядя на то, как татары требуют проведения референдума в Республике Башкортостан, точно так же могут потребовать референдума об отделении от Республики Татарстан. Поэтому я до этого говорил, что когда татары требовали, то есть не то, что требовали, да, а когда они противились обязательному изучению башкирского языка, как государственного языка Республики Башкортостан, здесь, на этой территории, да, они были противниками, да, они говорили, нам не надо навязывать башкирский язык. Мы им всегда говорили, вы тем самым бьете по татарам в Республике Татарстан, по Татарстану бьете. То есть, выступая здесь против обязательного изучения башкирского языка, вы тем самым выступаете против обязательного изучения татарского языка в Татарстане.
И татары Татарстана, кстати, нас поддерживали в этом вопросе. Они обращались здесь к местным татарам, здесь местному тоцу, который выступал против башкирского языка. Обращались и говорили, что ну, здесь, в Татарстане, такие же проблемы. То есть они как бы играли на руку тем сторонникам, кто выступал против государственных языков. Ну и в итоге сыграли, в итоге отменили, как и не только в Республике Башкортостан, но и в Республике Татарстан, государственные языки сейчас не обязательны. Что это? К лучшему, что ли, привело? Конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому я еще раз призываю думать, призываю к миру. Я надеюсь, что больше этот вопрос не будет подниматься, потому что я уже как бы, ну, я думаю, что достаточно четко и твердо ответил на этот вопрос. Так, ну я думаю, на этом будем заканчивать. Так, рассматриваете ли вы возвращение Куванды, Каргаяша, Танрыкулова и присоединение бардымских районов? Очень сложный вопрос, очень сложный вопрос. Мы выступаем вообще за сегодняшнее сохранение статус-кво тех административных границ, которые в сегодняшний день сохранились. Если мы сейчас будем требовать присоединения к себе там, да, кувандыкских районов, там, аргаяшских районов, точно так же, я еще раз говорю, значит, другие народы могут требовать отсоединения от нас. То есть, да, и мы вообще тем самым откроем ящик Пандоры, который только приведет к большой крови. Поэтому пока я считаю, что нужно ограничиться в тех административных границах, каких мы живем, какие сейчас существуют. И когда вот говорят, то есть, да, то есть, как же с башкирами Челябинской области, как же с ними, да, то есть это исторический Башкортостан, его надо присоединять, то есть есть сторонники исторического Башкортостана, которые говорят, что вот эти земли надо присоединять. Я им говорю, вы посмотрите, пожалуйста, по переписи, сколько башкир в Челябинской области. Да, никто не отрицает, что это наши земли, исторически наши земли, согласен. И Свердловская область тоже, кстати, исторически является нашими землями, большая часть этих земель. Но, увы, башкир там на сегодняшний день очень мало. 3% всего проживает башкир в Челябинской области. Каким образом мы собираемся присоединять? Кто нам даст? А те 97%, там, ну 90 с лишним процентов русских, куда мы их денем? Если мы их присоединим, они откажутся присоединяться к нам, что делать? Воевать с ними, что ли? Нет. Единственный возможный способ, да, в будущем как-то присоединить эти земли, это максимально размножаться башкирам там, развивать свою культуру, традиции, делать Республику Башкортостан такой богатой, такой привлекательной республикой, чтобы соседние регионы захотели к нам присоединиться на добровольной основе и стать башкирами, породниться с башкирами, отдать своих дочерей замуж за башкир, женить своих сыновей на башкирках, перенять культуру башкирскую и в будущем самим стать башкирами. Вот единственный, я считаю, цивилизованный путь. То есть наша культура, да, должна быть настолько высокой, да, чтобы она привлекала других, чтобы люди хотели изучать башкирский язык, чтобы люди захотели стать башкирами. Вот тогда Челябинская область вновь станет башкирской, Оренбургская область вновь вернется к Башкортостану. Пока же я не считаю правильным о том, чтобы пересматривать эти границы и как-то там их насильно присоединять. Потому что я считаю, еще раз говорю, что местное население будет против. Каких политических взглядов ты придерживаешься? Я либерал, но в то же время я консерватор за многие ценности, которые есть в нашем народе, в исламе. То есть, ну, везде, скажем так, и там я есть. Так, как вы относитесь к партии Яблоко и к другим оппозиционным движениям? Хорошо отношусь. Но, к сожалению, у нас в республике партия Яблоко полностью легла под Хабирова. И когда Зульфия Гайсину они выдвинули, это был явный показатель тому, что они вошли в такие, скажем так, тайные переговоры с правительством Республики Башкортостан. Так, тут уже очень много вопросов. Так, я не успею, наверное, все ответить уже час.
Так, на следующей неделе вновь будет стрим. Там уже как бы поговорим. Так, будет ли, вот на последний вопрос отвечу, будет ли Башкортостан в силу тяжелого произношения переименован в другой международном плане, например, Баскардия? Не знаю, честно говоря, не знаю. Это будет решать вопрос. Такие вопросы, ну, мне кажется, Башкортостан легко Стерлитамак, да, очень тяжело произносится. Никто же не собирается его переименовывать в угоду тем, кто не может его произнести, это название. Я думаю, что если Башкортостан станет привлекательным во всем мире, как у нас, я так считаю, что у нас есть все шансы стать большим туристическим центром. Так что выучат, я думаю, что все будет нормально. Всего хорошего. Хау булыгыз, хөрмәтле милләттәшләр. Асрашыңа тиклем.